Другие СМИ на радио «Эхо Москвы», ежедневный обзор газет и журналов, еженедельники в программе «Обложка», телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок-аут», а каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант». Код доступа у ней в руках. И волосы — огонь, язык — остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Дарк. Разгонит в раз апатию и скуку. Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но может игра стоит свеч? Конопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич Венедиктов? Я принимаю решение посадить их в один челн. Ну ладно, раз вы так решили. Матвей Гонопольский, лицо России. И Алексей Нарышкин. Нарышкины как собак нерезанных. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказили. Они вам верят, они вас любят. В воскресенье в 19:00 на Эхе Москвы. Это будет конфетка. Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, а персонально ваш сегодня политолог Сергей Лаврентьев. Здравствуйте. Добрый день. Давайте мы все-таки, как ни крути, начнем, конечно, с эхо событий, которое произошло в Кемерове, потому что так или иначе, но и первые лица республики тоже на эту тему высказались. Все начали говорить о проверках торговых центров, которые нужно проводить и которые обязательно нужно провести сейчас. Ну, во-первых, насколько, на ваш взгляд, такие заявления выглядят уместно сейчас, да, что вот, вы знаете, если мы сейчас не проверим, то нас не простят, или там, ну вот надо провести теперь какие-то эвакуации и так далее. Неужели люди, которые работают во власти, в общем, не имеют информации о том, что на самом деле происходит с этими самыми торговыми центрами? Я думаю, что имеют информацию, тем более, что у нас в республике был такой случай. Будем говорить, к счастью, это все-таки не столь масштабно, и все-таки он был. И резонанс был очень сильный, серьезный. Общественное мнение сразу сказалось об этом. Но, кстати, у нас прошел сюжет о том, что у нас регулярно проходят учения, наверное, в результате. Когда-то, если уже обожглись один раз, и уже потом, так сказать, обращают на это самое серьезное внимание. Хотелось бы, конечно. Но вот был сегодня в одном учреждении, естественно, сейчас везде говорят о Кемерово, везде говорят об этом печальном событии. Это вообще катастрофа, и она явно не областного масштаба, хотя все и траур-то объявили в рамках Кемеровской области. Мне кажется, это абсолютно неправильный шаг в масштабе всей страны. Это масштаб соответствующий, и судя по реакции, по обсуждению, которое проходит, везде, на улице, в учреждениях, там, на работе, в транспорте, все говорят об этом. Дмитрий Колпаков как раз прислал СМС-сообщение, он спрашивает вас, почему Башкирия не объявила траур? Потому что объявили траур только в Кемеровской области. Некоторые регионы взяли на себя такую смелость, здесь, в принципе, человеческая реакция, это правильно. И надо объявить траур, и все соответствующим образом, потому что иначе нельзя. Иначе нельзя. Вот это, кстати, огромная наша страна, она каждый живет в своем, так сказать, каком-то, скорлупе и часто не знает о том, что происходит, особенно если касается печальных событий. Это и приводит к тому, что смерть сотен людей или, так сказать, трагедия, которая коснулась сотен людей, вроде бы касается только жителей Кемерово. Нет, это всех касается. Потому что иначе мы свою вот эту вот человеческую черту, что ли, когда мы
безответственность, вот имеет место быть, к сожалению, человеческий фактор – это безответственность. Человек, живи по закону, будет все правильно. Живи по инструкции, будет все правильно. Но там же все наоборот. Инструкции есть, сделали все наоборот. Ну, есть инструкции, есть действия, реакции, в конце концов, на события. Вот я не знаю, согласитесь ли вы с такой параллелью или нет, но вот когда был этот самый выброс рутения, людей больше всего, тем более, что никаких видимых последствий, да, кроме опавших листьев там или еще чего-то такого не было, людей больше всего возмущало сокрытие информации властями, отсутствие полной, развернутой, прозрачной картины от властей. Если мы возьмем Волоколамск, например, да, то там тоже, ну, люди, конечно, возмущались, и Свалкой тоже, но больше всего возмутило людей то, что госпитализированных в больницу отравившихся детей сказали: да вы знаете, это вообще не отравление. Здесь люди вышли на митинг, и все 3 часа этого митинга говорили о том, что вы скрываете от нас реальное количество погибших. Считаете ли вы, что вот такой информационный, что ли, какой-то кризис между властью и обществом. Общество, даже не обществом, да, потому что гражданское общество, наверное, слишком высокое понятие, а просто между людьми и теми, кто ими управляет, какой-то тотальный информационный вакуум, недоверие. Ну, то, что недоверие, это мы просто чувствуем, потому что уже проходила информация, в том числе по Кемерово, что люди дают подписку о нерассекречивании, о том, что они видели, что они слышали, видимо, и так далее, и так далее. Какая это может быть подписка? Что это? Стратегический объект, оборонный. Это торговый центр, развлекательный центр, которых достаточно много в каждом большом областном городе. И то, что там сокрытие информации, ну что тут? Это, естественно, есть такой момент, я согласен с вами абсолютно, что лишь бы что-то скрыть, мазать, чтобы как бы ничего не вышло, как бы не попало, как бы не наказали. Ну что-то, какое еще будет наказание, когда такое случилось? Собственная совесть – это главное наказание. Врать никому не надо. Ну, то, что есть абсолютно, так сказать, во-первых, недоверие своим гражданам, что в горе нужно кого-то обманывать, не говоря уж о радости. Но радостью как-то мы охотно делимся. Вот. А горе, это вообще, это мне, так сказать, серьезные мысли тоже на этот счет возникли. Ну как так? Конечно, все эйфория от победных выборов, и тут тебе на тебе второй Курск. За что? Что тут? Это надо серьезно думать. Ну, вы знаете, так или иначе, но если мы говорим о политических последствиях, я, честно говоря, не помню, чтобы были какие-то политические последствия в ущерб действующей власти, скажем так, от каких-то трагедий, которые происходили. Власть как-то умело справлялась с этими политическими последствиями, иногда даже, наоборот, приобретала на этом очки. Это такой же случай будет? Ну, в данном случае здесь все-таки это частная собственность, это город, это люди, которые непосредственно занимаются. В принципе, конкретные люди всегда есть, кто отвечает за это дело. Но надо посмотреть шире, конечно, потому что последствия, в смысле восстановления доверия между обществом и властью, здесь, безусловно, они будут. Это будет обязательно. Но то, что будут по закону, так сказать, выяснены и наказаны те люди, которые, хотя как выясняется, что владельцы, они вообще не в России живут. Это тоже знак. Вот. Кто отвечает за это? И мне вот это больше поражает, конечно. Что никто ни за что не отвечает. Возвращаясь к вопросу о трауре, да, и тому вопросу, который Дмитрий Клопаков задал, все-таки на региональном уровне такой руководитель, как Хамитов, почему не принимает такое решение? Почему какие-то регионы принимают такое решение, какие-то не принимают? Это какая-то, я не знаю, смелость или больше эмоциональность? Вот что каким-то фактором может быть? Потому что вот Ингушетия, которая объявила, она находится в другом конце страны. Она объявила у себя траур. Как вы для себя это объясняете? Почему кто-то это делает, а кто-то нет? Я опять говорю, что это вопрос, во-первых, информированности, потому что это не сразу, ведь даже наши центральные федеральные каналы не сразу поняли всю серьезность ситуации. Была какая-то зажатая. Ну, пожар, мало ли этих пожаров сколько происходит. Вот случился пожар в Грозном, там крыша загорелась какой-то высотки. Но это пожар. Такие бывают, и у нас они бывают. Вот. Мне кажется, это вот недостаточная информированность и в этой связи и недостаточная реакция. Я не думаю, что здесь вопрос о каких-то нравственно-этических
в моментах нет. Как раз у Хамитова, так сказать, есть собственный опыт того, как надо реагировать в таких ситуациях, это имею в виду вот те моменты, которые были у нас и до того, как даже, кстати, он был главой, это знаменитые экологические волнения в городе по поводу фенола, он тогда был здесь, кстати, там начал политическую карьеру как Зеленый. Вот эти взрывы складов на Выгляно военных достаточно серьезные было. Там не было столько жертв, но ущерб понесен был огромный. Вот, и как раз и тоже показали такой вот не безответственный по отношению к конкретных людей. С другой стороны, для меня, правда, не всегда понятно, почему люди требуют объявить траур, потому что, наверное, каждый тут с собой может, тут это решить, договориться, как-то пережить это. Почему людям нужно, почему вдруг это стало каким-то, знаете, я просто вижу социальные сети, молодые люди, в том числе, просят власти объявить траур. Почему вдруг это стало каким-то чуть ли не политическим требованием? И вот видите, первый вопрос, который вообще прислали слушатели сегодня, именно об этом. Потому что они видят, что масштаб трагедии не соответствует масштабу реакции, не соответствует масштабу человеческого восприятия. И когда человеческое восприятие на индивидуальном уровне, допустим, групповом, вот мы его ощущаем, да? А вот когда люди чувствуют, что как-то это все не так происходит на уровне власти, что там какая-то есть диспропорции, что ли, восприятия. Вот здесь это возникает подобные вещи всегда. Это, в принципе, один из свидетельств кризиса в обществе, причем серьезного, когда происходит дезинтеграция ценностей, которые произносятся властью, и обществом, которое начинает не воспринимать эти ценности. Это первый момент кризиса, причем серьезного кризиса, между властью и обществом. На ваш взгляд, те проверки, которые сейчас пройдут, в том числе в уфимских торговых центрах, они будут настоящими или они будут для галочки? Я думаю, что все-таки они будут настоящими, потому что у нас уже есть и собственный опыт, его все помнят. Вот. Но с другой стороны, торговые центры, кинотеатры, вот, допустим, гостиницы, где всегда проживает большое количество людей, общежития, вот. А дома-то, где люди живут, это ведь тоже очень много людей. И мы то там, то сям, мы видим и слышим об информации, то там газ взорвался, то там что-то случилось, там обрушилось. Вот проблема-то. Проблема в том, что не принимаются вовремя, вот что-нибудь, вот как-нибудь. Мост уфимский, ничего, простоит еще на 25 лет, там, 3 дырки залатают и так далее. Мне кажется, в этом как раз серьезная проблема. Журналисты про Уфу предложили разным подразделениям МЧС пойти с ними в торговые центры и посмотреть, что да как. И все подразделения МЧС отказались. Они сказали, что это абсолютно ненужная, работа, и мы, когда будем проводить внеплановый рейд, мы вас позовем. На ваш взгляд, почему они не согласились? Потому что, в принципе, куда-то ушло вот это взаимодействие, со средствами массовой информации, и журналисты перестали восприниматься как кто-то, на чье предложение все-таки лучше соглашаться, на такие визиты. Или потому что им есть что скрывать от этих журналистов? Я думаю, что как раз вопрос не в этом. Просто действительно я больше соглашусь с позицией, что у нас не привыкли работать вместе с прессой. Прессу видят в ней больше не соратника, а, скорее всего, критика и часто некомпетентного критика. Вот это достаточно серьезное. Потому что журналистика, если она компетентна, то это видно. А когда здесь эмоциональная реакция на события, и кроме эмоций там ничего нет, это серьезным делом этим заниматься нельзя. Вот я уже и позиции МЧС считаю, что МЧС все-таки это занято серьезным людям, там серьезные люди, которые постоянно подвергают себе опасности, в том числе и личной. Но, тем не менее, без взаимодействия с журналистами, наверное, трудно говорить о настоящей открытости, настоящей прозрачности. Это все-таки люди, которые работают на налоги на наши.
И, наверное, должны быть... В этом смысле, да, я думаю, что это, конечно, должна быть такая открытость, прозрачность, и она, думаю, будет. Пресс-конференции уж несколько прошло по поводу от наших участников. Другое дело, что приглашать и проверки регулярные, мол, давайте не плановые, давайте плановые посмотрим. Откройте журнал, что сегодня и что завтра. Вот и все. Ну, а если тогда говорить, вот, подводя итоги этой темы, мы сегодня утром спросили у слушателей, как они считают, да, потому что вот если вы посмотрите споры, в социальных сетях особенно, есть две основные позиции. Одна, ну вот, что виновато наше разгильдяйство, наш менталитет виноват, да, это одна позиция. Другая, что виноваты власти, которые вот там коррумпированы насквозь и, соответственно, вот, допускают работу таких торговых центров, и это, в первую очередь, их ответственность, в том числе и на федеральном уровне, может быть, там даже на президентском уровне. А вам какая позиция ближе из этих двух? Мне кажется, здесь все-таки то и другое. Понятно, но потому что с ментальностью ничего не делаешь, безответственность сплошь и рядом. Вот. Но то, что в конечном итоге государство, в котором граждане проживают, должно нести свою долю ответственности за порядок. Ну что же это такое? Это действительно не война же. Ну не война, а здесь вот такое случается, что жертвы как больше, чем на войне. Кто за это должен отвечать? Кто отвечает за безопасность? Значит, государство. Поэтому я здесь не стал бы разводить эти две точки зрения, так сказать, по разным углам, а взял бы их, совместил все-таки в одну. Ну, это понятно. Чего больше? Вот мы спрашивали именно таким образом, потому что когда кто-то начинает в этом контексте упоминать Путина, да, например, что это его, в том числе, ответственность, это он руководит этой системой, а многие как раз критикуют тех людей, кто упоминает Путина, потому что не он же закрывал эту дверь, да, и не он... Ну, лично не он. Ну конечно. Да, не он, и поэтому многим кажется, что это неправильно, искать виноватых где-то там наверху пирамиды власти. Нет, по большому счету, знаете, это упрощение ситуации. Можно всегда вот выпрямить ситуацию, и в конечном итоге во всем абсолютно виноват первый человек. Но если обсуждать систему, то да. Ну, во-первых, Стулеев долгожитель. Он уже до такой степени, видимо, там оброс вот этими всеми своими, так сказать, помощниками и непомощниками, что явно, так сказать, вкус, контроль явно притупились. Потому что здесь четко, это и видно даже по тем реакциям, которые мы слышим и видим. Так нельзя поступать. Вот это сразу видно. То есть одна из причин произошедшего, на ваш взгляд, несменяемость, да? Ну, несменяемость и бесконтрольность. Бесконтрольность. Потому что сменяемость сама по себе, когда, ну, это, в принципе, должно быть, но вот эта бесконтрольность, и как вот эти люди, и даже то, что мы видели там на митинге, когда говорят, меня не избирают, меня назначают, ну, извините. Вице-губернатор, да. Да, и что? И что теперь делать-то? Людям, которые недовольны и так далее. Ну, вот поэтому, естественно, они все пики и стрелы критики направляют на самый верх. Потому что другого нет варианта. Владимир Путин у власти довольно долго уже, и мы примерно себе представляем, какого типа реакции потом поступают, да, и как потом власть реагирует. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но, тем не менее, прогноз примерно понятен. Или нет? Что будет дальше? Что будет после этого? Что после этого изменится? Ну, ментальность не изменится, сразу скажу. Вот, потому что человек, он сразу как, он, значит, случилось, он и через какое-то время все забывается, все приходит в родное совете, но это здесь, я думаю, что не должно быть именно так. Ну, в кардинальном, я думаю, что пройдет процесс, так сказать, ну, вот контроля. Ужесточение требований. Но обычный такой ход стандартной власти, действующий ужесточение требований. И, наверное, это оправдано. Это абсолютно правильно. Здесь другого варианта просто быть не может. Ну, что мы здесь можем? Ну, ладно, сейчас Тулеева точно, может, в быстром режиме и будет соответствующий. Хотя сейчас на горячую голову вообще ничего делать не надо. Надо разбираться, смотреть, но ничего не скрывать. Вещи называть своими именами и на 100% информировать общественность, это безусловно. А там уже видно будет, советы, и народ скажет, что делать. Тем не менее, вот к чему эти ужесточения приведут? Потому что просто к увеличению взяток
Или эти новые запреты будут как-то по-другому работать, в отличие от старых? Я просто не понимаю. Здесь, понимаете, речь не о запретах идет. Ужесточение требований, да, каких-то безопасностей. Каждый должен выполнять свои инструкции. Каждый должен знать, что, как и почему. Вот это точно. Потому что, что здесь требования. И главное, если положено, допустим, иметь бригаду противопожарную, даже общественную, она должна быть, она должна функционировать. Ну, здесь, что такие ужесточения требований? Контроль, да. Я просто читал как раз одного из пользователей соцсетей, который заметил очень важную вещь, что после таких вещей обычно ужесточаются требования не только к каким-то коммерческим структурам, но и к государственным структурам, да? К школам, к музыкальным школам, к местам, куда ходят дети, особенно массово. И вот ужесточение требований, в том числе по отношению к их безопасности, уже привело к тому, что по стране огромное количество школ закрыли, потому что их переоборудовать невозможно в каком-нибудь селе, где учатся 30 человек. А вот это оборачивается закрытием школ. Будет такая же история? Ну, и такая тоже может быть, потому что дурака Богу молиться, сами знаете, что это тоже реальность, это тоже часть ментальности, от этого никуда не денешься. Вот это надо, значит, или страну менять, или народ, так сказать. Для этого должно пройти время, когда начнет почувствовать, что если жить по правилам, то все будет лучше, будет нормально. Вот. Но здесь, и, конечно, повышать требования, когда может население предъявить свое, требование к какой-то власти? Только тогда, когда оно приходит на избирательные участки. Сменяемость власти должна быть. Об этом мы еще поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню, что у нас есть номер для СМС +7 927 304 1051. Вот, заканчивая эту часть, я еще раз хотел бы сакцентировать ваше внимание на том, что мы с вами зафиксировали как, давайте назовем это, информационный разрыв между людьми и властью. Понятно ли, как его преодолевать, на ваш взгляд? Понятно ли, что будет делать власть в таких случаях? И насколько это действительно проблема для власти? Или она ее, и осознает ли она эту проблему или нет? Вот насчет осознает, я как раз сомневаюсь, что в полной мере везде и всюду. Вы же видите, какая реакция, если взять всю страну. Где это понимают, где-то это недопонимают. Вот так же, страна большая, так оно и будет. А в одночасье, в один день всеобщего, так сказать, прозрения не произойдет. Вот нужна нормальная, постепенная работа. И что может здесь помочь? Это только всеобщее, как в свое время было популярное слово «гласность». Вот его как раз сейчас и не хватает. На ваш взгляд, у властей Башкортостана, с народом Башкортостана, такой же информационный разрыв, как у жителей, например, Волоколамска с властями Московской области? Или ситуация там лучше здесь? Я думаю, что в чем-то она такая же. Другое дело, что просто здесь... Республика большая, хотя у нас тоже. Московская область тоже, извините. Она поменьше по территории будет, да? Но по населению. Да, по населению даже побольше будет это все, и поэтому такая реакция. Угу. Вот. И, так сказать, причин, по которой возможно недопонимание, достаточно. Это та же самая экологическая обстановка, она же реально лучше не встает. Хотя вроде бы власть за эти 20 с лишним лет научилась говорить экологически грамотным языком, но не всегда принимает грамотные экологические решения. Вот с одной стороны. С другой стороны, взять структуру населения, когда большие города, Кемеровская область — это города, малые и большие, если взять это сравнение. В Башкирии все-таки 40% сельского населения. Сельское население, они живут и сами за себя отвечают в большей степени. Мы сейчас уходим на новости, сразу после новостей вернемся в студию. Эхо. Завтра в России день траура в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Между тем, траур по погибшим уже объявили некоторые российские регионы и отдельные города. Жители Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации. Несколько тысяч человек требуют назвать точные цифры погибших при пожаре. Также звучат призывы к отставке региональных властей. С митингующими общались мэр города и 2 заместителя губернатора. Сегодня же в Кемерово приезжал президент
Владимир Путин. На совещании губернатор Тулеев принес извинения лично Путину за пожар в торговом центре. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля. Цитирую: «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», заявил руководитель области. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 67. В Кемерово собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара в торговом центре. Этим занимается штаб, созданный родственниками. Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети в возрасте от 10 до 13 лет, рассказал Интерфаксу представитель штаба. По его словам, эту информацию планируется передать полицейским. К другим новостям. Краснодарский краевой суд отклонил жалобы Алексея Навального и ряда интернет-изданий на запрет распространения информации об Олеге Дерипаске и его отношениях с Анастасией Вашукевич, сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда. Заседание проходит в закрытом режиме. В Югре отменили торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону после трагедии в Кемерово. При этом гонки пройдут согласно расписанию, подчеркнули организаторы. Чемпионат стартует завтра. В рамках турнира пройдут всероссийские альтернативные соревнования, в которых примут участие атлеты, не попавшие на Олимпиаду в Пхенчхане. Со следующего года в Петербурге начнет действовать система штрафных санкций для чиновников. Губернатор Полтавченко пообещал увольнять глав районных администраций за 3 сосульки, упавшие на горожан, сообщает издание «Фонтанка». По словам Полтавченко, в этом году жители Петербурга в целом удовлетворены уборкой города от снега. Хуже всего показали себя Адмиралтейский и Петроградский районы. Доллар на завтра 57 рублей 17 копеек, евро стоит 71 рубль 26 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве сегодня облачно, снег и 0 плюс 2 градуса. Завтра без осадков, ночью минус 10-12, а днем 0 минус 2. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Мы продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, что у нас в гостях Сергей Лаврентьев, политолог, который отвечает в том числе и на ваши вопросы по СМС. И вот как раз в новостях, на которые мы немножечко залезли, но не по нашей вине. Там раньше начались новости в Москве, видимо, в связи с событиями немножко поехала сетка. Так вот, действительно объявили общенациональный траур. Наверное, последний вопрос, который я вам задам по этой теме, это слова Тулеева. Вот, о том, что он просит прощения у Владимира Путина за то, что случилось на его территории. Вот это мировоззрение, вот да, вверенная территория, надо попросить у начальства прощения за то, что у тебя на территории произошло, это что-то из ряда вон выходящее или наоборот, это типовое сознание сегодняшнего российского руководителя региона? Ну, я могу так сказать, что, конечно, да, просить прощения надо у людей, у народа, и вместе с ним быть. В самые трудные минуты это, когда особенно ничего и делать ты не можешь, но быть ты с ним ты можешь. Разделить вот это горе, это обязательно надо, обязательно было. Ну вот просить прощения, это можно было сделать, хотя отвечает он, конечно, не перед президентом
отвечает он перед населением, перед народом в первую очередь. Вот. А здесь это даже... Я первый раз такое слышал, кстати, когда это в эфир еще шло, когда вдруг такое дело, народ шумит, митинг, сотни тысяч людей, и вдруг прощения просит. Надо идти было разговаривать. Просите, прощите вы этих людей, которые, в принципе, за которых ты отвечаешь. Так все-таки это типовое сознание сегодняшнего руководителя региона? Ну, нет, я думаю, что нет. Это как раз, может, рудименты старого сознания. Старого советского? Еще раз напомню, номер для СМС +7 927 304 1051. Ну, давайте теперь поговорим о выборах, которые так или иначе мы сейчас тоже с вами упоминали, что это, наверное, единственный механизм в демократическом обществе, ну, главный, хорошо, не единственный, главный механизм в демократическом обществе, сказать власти то, что ты о ней думаешь. Как вы оцениваете чистоту кампании, чистоту подсчета в Республике Башкортостан? Нет, ну я считаю, что у нас были нарушения, они зафиксированы, и об этом как раз уже сказано, и почему-то это показано. Вот самое интересное, что даже на уровне Центральной избирательной комиссии тоже прозвучало в критическом плане, но, правда, вбросы были не за... просто вбросы. Это явка. Там могут вообще ничего быть, и никого там ничего не надо было рисовать, а явка это... Пришел человек и пришел. Что он там бросил, кто знает. А вот это серьезный вопрос. Ну, это по России так говорили. Да. В Башкортостане, кажется, ситуация не такая. Ну, с другой стороны, там у нас, прямо скажу, что это было всегда, это было и сейчас. Полностью обеспечить чистоту не удалось и в этот раз. Но раньше, может быть, не было такого запроса ни со стороны общества, ни декларированного запроса со стороны власти. В этот раз запрос был. То, как прошли выборы в Башкортостане в этот раз, показывает, что не способен Башкортостан проводить по-честному хотя бы подсчет. Способен? Почему же он не способен? Ну, почему он тогда не показал в этот раз? Ведь был запрос. Ну, опять же, все от людей зависит. От каких? Вот на каком уровне? Это участковые комиссии, территориальные комиссии, это ЦИК республики, это те, кто спрашивают с ЦИКа республики, это исполнительные власти. От кого? Ну, я думаю, что все уровни власти здесь за это отвечают, все. И ЦИК тоже. Я тогда не понимаю, все-таки, на ваш взгляд, вот если поставлена была задача обеспечить чистые, легитимные выборы, почему ЦИК республики эту задачу проигнорировал или не проигнорировал? Как вы себе это видите? Я думаю, что он, наверное, скорее всего, не проигнорировал. Это просто надо примерно знать, какие страсти кипят. На провода, наверное, там разогревается до определенной температуры, когда идет процесс голосования, и когда появляются первые цифры. И нервы у многих сдают. Причем принципиально, ты вчера еще проводил совещание и требовал чистоты. Вот. А сейчас, когда ты видишь то, что население не присутствовало на этих совещаниях, ведет себя как ведет. Вот, и здесь надо что-то делать. Вот здесь начинаются как раз стычки, схватки, борьба эмоций, позиций, иерархии, так сказать, разные. Вот это все имеет место быть, но это все за кулисами. Вот здесь ситуация такая, что надо все открывать, пока вот это все закрыто. Не знаю, в курсе вы или нет, но буквально как раз несколько журналистов, в том числе наши журналисты, так получилось, что сами того не зная, поучаствовали в таком эксперименте. Да? Два журналиста, это главный редактор «Коммерсанта» в Уфе и наша журналистка Даша Кучеренко, главный редактор Наташа Павлова, соответственно, испортили бюллетени, а другой еще, да, наш журналист Руслан Валиев, он вынес бюллетень с участка, и потом, не обнаружив в протоколах, ну, соответственно, те испорченные бюллетени, а этот увидел, что совпали эти самые вещи. Насколько это серьезно? Вот смотрите, понятно, что если бы это сделал кто-то просто и не рассказал бы об этом, или даже рассказал бы в соцсетях, резонанс был бы один. Но когда там сразу несколько журналистов это, не сговариваясь, делают, это может повлиять серьезно на позиции ЦИК республики или нет? И какой вообще алгоритм действий в такой ситуации желателен, будет? Ну, насчет будет это вопрос, потому что осенью у нас выборы Госсобрания, это существенный тоже, когда будет полностью меняться депутатский корпус главного парламента на 4 республики.
это серьезно, к этому уже идет подготовка, и, наверное, не менее важная и сложная, чем, допустим, выборы президента страны, хотя, понятно, формат другой. Вот, поэтому здесь есть, и об этом тоже будут говорить, и вещи тоже будут, и контроль будет, может быть, даже не такой, гораздо серьезнее, потому что там же больше людей и больше контролеров. Вот, здесь контролеры, которые были, они все были как централизованные, и я не увидел особого рвения вот во время избирательных, хотя народ был, народу много было, как никогда, поэтому я доверяю, вот, допустим, в основном, чтобы все-таки явка была приличная, это главное, но если уже сейчас муссирует такой, даже не слушок, а что-то подглядели, подсмотрели, то чуть ли не Медведев испортил свой бюллетень. Ну, если такой уровень ответственности, так, то почему другие не могут это сделать? Нет, я вот чего не пойму. Вот смотрите, журналисты написали жалобы. Вот как должен ЦИК, на ваш взгляд, реагировать на это? Как должна, в принципе, эта система избирательная на это реагировать? Потому что они отвечают журналистам: вы все врете, мы все правильно посчитали. Они ведь наверняка просчитывают последствия такого ответа. Нет, ну, конечно, просчитывают. Но они что, открыли бюллетени, пересчитали их, посмотрели? Мы не знаем. Они вообще как бы избрали такую тактику. Допустим, если жалуется журналист, допустим, на то, что там не совпадает количество выданных бюллетеней и найденных, потому что он вынес его, ему говорят, количество испорченных бюллетеней указано верно. То есть отвечает не на его вопрос. И то же самое наоборот. Тем, кто жалуется на что не совпадает количество испорченных бюллетеней, там 0 стоит, а они как минимум 1 испортили, им отвечают, что, вы знаете, мы посчитали бюллетени, все сходится по количеству выданных и найденных в урнах. Вот такую тактику избрал ЦИК. Насколько, на ваш взгляд, она правильная? Нет, она неправильная, потому что сейчас уже не только эти же свидетельства, о которых вы сейчас сказали, я читал другие варианты уже, так сказать, это уже ночная смена, когда работала, когда мешки с бюллетенями везли, кто-то стоял в очереди, кто-то чего-то, и уже описана ситуация, когда что-то докладывал, кто-то раскладывал. Это тоже есть, хотя все это дело, видимо, некие наблюдения, но они не получили отражения в виде жалоб и судебных исков. Вот главное, это недовольны, в принципе, нет основания для обращения в суд, чего это надо делать, другого варианта нет. Хорошо, с другой стороны давайте зайдем. Вот была ли задача, на ваш взгляд, поставлена ЦИКу Республики провести легитимные, честные выборы здесь, в Республике? Или такой задачи, она, может быть, и декларировалась где-то там по телевизору, но ЦИКу она, что называется, не ставилась как приоритетная? Ну, здесь, знаете, я не могу так со всей вот абсолютной верностью сказать, потому что я не присутствовал при естественно, этих но вещах. Вы политолог и должны, да, но то, что при, значит, подготовке, организации, работе чисто по техническому обеспечению, те или иные прикидки по тому, как они будут, какие всегда делаются. Вот. И соответствующим образом такие цифры обсуждаются, наверное, и в ЦИКе, и с ЦИКом. Какие цифры? Ну, допустим, по явке, сколько человек, допустим. Я ведь все-таки задал вопрос, ставилась ли задача честно провести легитимные выборы? Таким образом это тоже ставилось. Но при этом наверняка ставились, как вы говорите, цифры по явке, как минимум. Да, что вот такая явка что должна надо работать, быть. Что надо работать честно, что надо работать ответственно, но надо работать и... но явку-то не обеспечить. Явку. Каким образом? Давайте сделаем праздник. Это один из мотивов. Так. Давайте еще что-нибудь сделаем. Давайте проведем встречу с депутатами. Давайте, так сказать, еще... Вот это все работа. Это понятно. Но это, наверное, в пределах закона даже, да? А тогда поставлю вопрос так. Справился ли ЦИК Республики с задачей сделать бесконфликтные, честные, прозрачные выборы здесь, на территории Башкортостана? Ну, наверное, не до конца справился, будем так говорить. Потому что, хотя ситуация не самая такая, что мы же знаем, те нелюберцы, будем так говорить. Это вот как раз ситуация, где отменены, но еще вроде где-то. Вот. Это не такая ситуация все-таки. Это, если даже нарушения были, что они явно не
никаким образом не могут повлиять на конечный результат. Я не знаю, как вы для себя делаете вывод, но я, например, не понимаю, как можно доверять результатам, когда вот лично коллеги, которых я знаю, говорят, мы вот распорядились своим бюллетенем, а это не учтено. Угу. Как? Как же не повлияло, когда вот конкретные люди... в таких случаях надо вот этим коллегам просто не, так сказать, воздух сотрясать своей, значит, героической проверкой правдивости работы и честности работы центральной, а обратиться в судебные инстанции и добиваться правды. И все. А так это будет просто разговор. Вы говорите одно, а вам будет отвечать другое, и все. И ничего не произойдет. На ваш взгляд, выборы в Курултай, вы сказали, будут даже там по наблюдателям, больше будет наблюдателей. Почему? Потому что все кандидаты, которые, они все же местные, вот считайте, все они пришлют своих кандидатов, это будет достаточно серьезно. А почему вы думаете, что допустят тех кандидатов, которые будут по-настоящему бороться? Ну, если они все не нарушат, все будет правда, почему их не допустят? А мы никогда не видели так, чтобы не допускали кого-то, в том числе в Башкортостане? Видели, это все... Вспомним выборы, как раз вторые выборы Хамитова, получается, да? Угу. Не все кандидаты дошли до желаемой отметки. Ну, так было всегда. Это не только при Хамитове, это было и при Рахимове, и еще до него. Будем говорить, что это было... К сожалению, это было всегда. Так почему вы думаете, что в этот раз будут зарегистрированы депутаты? Ну, я так не думаю. Я говорю, все может быть. Все зависит от ресурсов кандидатов. Я имею в виду ресурсов каких? Юридических, правовых, собственных возможностей. А сегодня статус депутата Курултая – это то кресло, за которое готовы бороться люди с ресурсами? К сожалению, нет. Потому что вот когда я как-то говорил в одном из эфиров, что при анализе, социологическом анализе уровня доверия населения к различным уровням власти, ну, не только доверия, информированности, авторитетности там, и так далее, и так далее. На первом месте стоит исполнительное, естественно, президент правительства, там исполкомы всякие. Вот. И на самом последнем месте стоит представительные органы, как Госсобрание Курултай, так и городские советы, там районный совет. Почему? Потому что, в принципе, люди не всегда знают, а может, вообще не знают, чем они вообще занимаются. Избиратели, именно, не знают. Те, кто приходит во власть туда, те, наверное, знают, зачем они туда идут. Вот, потому что они близки к ресурсам. Мандат депутатский, он достаточно имеет серьезную защиту при коммерческой деятельности, например. Вот в основном ради этого. Что будет, какие темы будут основной повесткой выборов в Курултай, на ваш взгляд? Я думаю, будет это опять ответственной власти, это эффективность, это взаимодействие различных уровней власти, потому что мы явно видим здесь некие перекосы, потому что команды нет. Вот, есть некая воля, которая не реализуется, потому что она не совпадает по температуре и по пониманию ситуации. Это пока очень, скорее философский такой ответ. А вот конкретно, не знаю, обманутые дольщики, это будет тема? Будет, обязательно. Она была и в прошлый раз, и сейчас будет. Надеюсь, что, кстати, что-то уже произойдет к осени, что покажет, что путь-то, который избран федералами, в данном случае сейчас, что когда привлекать надо кредиты банковские для строительства, а потом уже, так сказать, рассчитываться с тем, кто покупает квартиры. Но строить надо на кредит. А как вам заочная дискуссия Елалова и Хамитова по поводу обманутых дольщиков, когда Елалов говорит, что, вы понимаете, что ни у нас, ни в мэрии принимались решения по вам, а потом Хамитов говорит, не надо перебрасывать на республику, это ваш вопрос. Это вообще, кстати, как-то для Хамитова это характерно. Он может отказаться от собственных слов. Я это сам знаю. Это показывает, что между властями разного уровня нет общей какой-то структуры ответов на такие вопросы, нет какого-то общего плана действий. Почему они друг на друга это? В общем плане, понимаете, здесь не то, что друг на друга, есть общая ответственность. И когда вдруг, если что-то горит, то говорить о том, что это не мое, это ваше,
Это неправильно. Это даже обидно. Вот когда люди делают все для того, чтобы решить, закрыть эту проблему, не они ее создавали, вот, но они все-таки это делают, создают, вопреки, может быть, здравому смыслу, потому что сколько же можно с этими обманщиками, преступниками бороться? Где закон-то, где государство, где мы живем? Одни, так сказать, деньги народные кинули туда, сняли проблему там в каком-то. В другом месте опять это появилось. В третьем опять это появилось. Ну, прям что-то, Мавроди какой-то вечный. Который как раз вчера, да, или позавчера, когда это произошло, ну, скончался. На днях, да, на днях. Но я еще раз напомню номер для СМС, +7 927 304 1051. Вы можете присылать свои вопросы. Тем не менее, возвращаясь к повестке, но вот тема дольщиков, да, может быть, повестка выборов в Курултай. Еще какие? Ну, я думаю, что это будет и тема здравоохранения, потому что ситуация с здравоохранением не решается и продолжает, так сказать, ухудшаться. Вот. Эта тема будет лекарственного обеспечения, это будет пенсионного обслуживания, хотя вот к этому времени уже будет ясна картина с пенсиями, которые уже должны вроде повыситься и так далее. И насколько это повышение будет, ляжет на инфляционные процессы и так далее. Вот. Или эффект его краткосрочен, данных заявлений. Языковой вопрос будет? Я не думаю, что он будет, потому что он не актуален. Кто-то будет, но по большому счету нет. Это уже все. В принципе, ситуация понятна. Вот не надо ее политизировать. Угу. Это вопрос родителей и их детей. Ну вот вы сказали основные темы. А кто, на ваш взгляд, сегодня в республике готов без согласования либо с Белым домом, либо еще с кем-то, по-настоящему поднимать эти вопросы, поднимать их на щит, если хотите, да, и ставить на этой избирательной кампании? Есть ли такие силы? Или сегодня избирательная кампания будет так или иначе практически полностью контролироваться либо Белым домом, либо, я не знаю, там, муниципалитетами или еще кем-то? Ну, то, что она будет, контроль будет, безусловно. Вот. Здесь я не думаю, что будет такой разгул демократии. В конечном итоге будет так, как значит, решили. Но другое дело, что, может быть, партии, которые реально сегодня есть, они в конечном итоге проснутся. В данном случае оппозиционные партии, которые вроде бы у нас есть в Курултае, но где они? Когда слышали оппозиционную речь какого-либо депутата не Единой России на заседании Госсобрания, где он критиковал какой-либо из решений? Нет, к сожалению, не слышу. Единственное, что я могу сказать, что депутат Кутлугужин, который недавно стал депутатом, из Горсовета перешел в Курултай, он выступал на митинге как раз по башкирскому языку, за что получил штраф, потому что участвовал в несанкционированном митинге. Вот единственное, наверное, такое яркое оппозиционное действие со стороны политика Курултая. Ну вот, в конечном итоге штраф, это надо предполагать, что если ты знаешь, что нет санкционирования, надо быть готовым к любым штрафам. Они, естественно, будут иметь. Не знаю, я-то в этом смысле считаю, что Конституция важнее, чем трактующий ее закон, но ладно. Нет, ну Конституция понятно. Значит, надо, ну, коли или место не то, не дай бог, если что-то случилось бы во время этого митинга, что вполне возможно, даже специально сделать. Но ничего не случилось. Ну, слава богу. Вот, ну где вот эти? И, кстати, в городском совете вы когда-нибудь слышали оппозиционную? Нет. И после этого мы хотим, чтобы была какая-то там некому действительно выйти и сказать, если ты ради того, чтобы за тебя голосовали, и ты там слова об этом не сказал, ни разу, на что можно рассчитывать в следующем созыве? Не за что. Ну, еще в Госдуме мы слышим оппозиционные выступления, они в реальности они есть, да. Вот, но насколько они... Ну, и то на региональном уровне этого нет. И я не думаю, что в скором времени это будет. То есть следующий созыв Курултая, на ваш взгляд, не сильно будет отличаться, хотя не по именам, а по смыслу от этого? Скорее всего, так. Ну, кстати, знаете, иногда бывают, я вот вспомнил, действительно, были острые вопросы, когда как раз как по рутению был доклад, были вопросы, депутат Исангулов, по-моему, задавал довольно жесткий вопрос, ну и депутат Единой России как-то не может показаться странным, Ахмадинуров, например, или Бигнов иногда позволяют себе довольно критические высказывания. А почему так происходит? Это значит, что партийные структуры в республике – это, в общем, декорация? Это фейк? Это не фейк, потому что фейк – это вообще вранье.
придуманное. Оно существует только в головах человека, который... То есть декорация. Это декорация. Солидная, прописанная, но декорация. И коммунисты декорация? И коммунисты декорация. Вот на этом фоне, когда вы признаете декоративность, да, той оппозиции, которую можно назвать там, легальной оппозицией, там, парламентской оппозицией, те силы, которые там сконцентрировались вокруг штаба Навального в Уфе, например, сколько они имеют шансы вот в той ситуации, которая есть после тех выборов, которые прошли, с теми нарушениями, которые были в Уфе зафиксированы и, возможно, будут широко известны, я не знаю, насколько они сейчас широко известны, имеют шансы на выборах Курултай что-то сделать, что-то заметное? А от кого они будут баллотироваться? У нас главным игроком на электоральном поле являются политические партии. Какую политическую партию они представляют? Ну, где она зарегистрирована? Если она будет зарегистрирована летом, например. А вот надо посмотреть по срокам, когда это должно быть зарегистрировано. Потому что должна быть региональные партии, в принципе, невозможно по федеральному законодательству. Значит, это должна быть федеральная партия. Насколько они рассчитали алгоритм региональный в своих планах, вот это я абсолютно не знаю, не слышал. Поэтому заранее не просчитав, это будет опять сотрясание воздуха. Напоминание о себе, ну, какие-то, может быть, скандал. Скандал – это тоже разновидность рекламы для того, чтобы сохранить себя в общественном мнении, в сознании людей, как некой силы, которая реально вроде бы есть. Правильно ли я понимаю, что ваш прогноз по выборам в Курултай, ну, скажем так, болото, может быть, слишком резкое слово, но ничего интересного вы не ждете? Выборы в городской совет гораздо интереснее обычно проходят у нас, как показывает практика. То есть ничего не ждете? Ничего. Я напомню, у нас в гостях был Сергей Лаврентьев, который отвечал в том числе на вопросы по СМС. До свидания, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.